Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые подписчики. Я сегодня так называемый Нохчий Мохк, селение Эхкинджбарзы, в гостях у асхабов Гилани. Правильно я назвал? Дело в том, что я приехал сюда по наводке нашего многоуважаемого Османа, которого не раз видели в моих роликах. Это человек, который собирает позвоночники в реке Гумс и в других местах. То есть знает фауну, знает, где можно найти эти окаменелости и так далее. Это тот человек, который мне в прошлом году дал экспонаты на конференцию, которая состоялась в Санкт-Петербурге по нашему объекту Ноев ковчег. И вот я сегодня приехал в гости взять у него интервью, чтобы он сказал свое мнение об этом объекте и что он слышал от стариков. Он намного старше меня. И тут, оказывается, он еще и художник. Я покажу вам его работы. Он закончил московский, как он назывался? Заочный народный университет. Заочный народный университет изобразительного искусства. Ага, и в каком году это было? В 76 году. В 76 году. Вот и сюрприз, понимаете ли. Я увидел его работы. Я, конечно, в роликах покажу его работы. И вы тоже это оцените. В данный момент у меня к нему несколько вопросов. Дело в том, что он так... Продолжим наш разговор. Я хочу сейчас сделать какой-то перерывчик и показать ваши работы. Пожалуйста, покажи работу. Это 74-75 год, да? 70... В процессе обучения. 5-6. Да? Да, основное до 76 года. Покажи акварель мне. Акварель очень понравилась. Вот уникальная, такая тонкая работа. Посмотрите, какой маленький размер и как ювелирно все вот это... деревья сделанные и общее чувствуется состояние. Очень уникально. Теперь я продолжаю свои вопросы. Мы говорили с тобой о истории народа Нохчи и об Ноем ковчеге, и примерно вы остановились на том, что клинопись вроде бы не просто является нашей графикой, а и язык, и сама вот эта цивилизация того времени, устройство, государственное устройство и так далее, все, как вы уже сказали, не то что похоже, а истинно нахское поведение. И в прошлом году в Чеченской Республике произошло такое событие, очень значимое в мировом масштабе. Более 40 докладов, как докладывает нам президент этой академии нашей чеченской, прочтены на этой конференции людьми разных национальностей и народов. Там были и турки, там были армяне и так далее. Более 40 докладов о том, что этот язык и эта клинопись является чисто нахской. Вот в процессе этого что вы скажете? Ну, они, опираясь на какие-то труды, материалы, мне кажется, они докопались до истины и чисто определили, что это нахские артефакты. Как я раньше говорил, мой отец и с ними старцы, рассказывающие о Вавилонской башне, по преданию, они рассказывали о клинописи за Илиозы. Они не так, откуда историю взяли, исторических книг взяли, а устное предание далеко, из далекого прошлого они услышали и рассказывали об этом. Устная передача. Устная передача, устное предание. После разрушения, прекращения строительства башни
из-за непонимания Бог, они говорили, послал им разные языки, они друг друга мастера стали не понимать, и строительство башни прекратилось, люди разошлись, превратившись в разные по языковому признаку народы, и обосновались близко или дальше в разных местах. А башня, их труд, долгое время они, видимо, строили, остался. И если Вавилон перевести, вот теперь я опираясь на топонимическое название Вавилон, переводя ее на нахский язык, она переводится Бау-Ильни, место, где основана башня. Да. Его можно трактовать и по-другому. Бау-Ильни или Бау-Ульни, ближе к башне, поселение ближе к башне, или поселение у развалин башни. То есть вы выводите параллель с нашими сегодняшними родовыми башнями и с этим Вавилонской башней, да? Ну, Они примерно. его назвали Вавилон, а читается Бау уже. Да, они Буква В. ну, со временем Или Б. буква Б, видимо, трансформировалась, и люди его назвали Бау. Да. Топонимия или само слово само за себя говорит. Бау-Ильни, Вавилон, Вавилонское царство возникло. Вокруг этой башни поселение организовалось, люди поселились, организовалось Вавилонское царство. Ну, это царство более цивилизованное, культурное, видимо, в основном говорили в основном на одном языке, и одна у них и религия была. По моим исследованиям, я, опираясь на топонимию, написал, короче говоря, статью, она где никогда не опубликована. Вот цивилизованное место, Вавилонское царство, история так называется, Вавилонское царство. Вокруг Вавилонского царства возникли и другие поселения, государства, большие, маленькие, Ассирия. Вот если Ассирию перевести на чеченский язык, у нас есть термин людям, дающий людям, которые не верят в Бога. Эйс Ашерк. Значит, ассирийцы отошли от Вавилонского царства и, видимо, создали свою религию, или никакого религиозного верования у них, может, и не было. И их чеченцы назвали их Эйс Ашверш, ассирийцы, Эйс Айш. Вот опираясь на, как научный язык, опираясь как, не знаю, на филологию об этом хорошо будет знать, писать. Я сам не филолог, специалист, не лингвист. Я в основном опираюсь на топонимию, название слова, переводя его на чеченский язык. Вы тут упомянули Старостина. Значит, Старостин, Дьяконов, вы их, наверное, изучали, да, в процессе своей работы? Я кое-что читал о трудах. Не все, конечно, но поверхностно. Старостин, он в своих трудах глубоко изучив языки, докопался, что основой всех языков и китайского языка здесь нахский язык. Нахский язык. Вот опираясь на высказывания таких маститых ученых, специалистов, опираясь на свой нахский язык, как географ, опираясь на топонимию, название местностей, название народов, переводя его на нахский язык, я склонен
считать, что эти названия даны нахским народам, этим народам. Ассирийцев, Эйс Ашбеш, ассирийцы, живущие, неверующие, Не верю. отошедшие от основной религии. Вот впоследствии ассирийцы создали свое мощное государство, и какое-то время, они говорят, разрушили более цивилизованное государство и Вавилонию и другие царства. Не верующие ни во что способны совершать все невероятно плохое, Да, недостойное. Вот у меня еще один вопрос. Я услышал, что вы служили в Нахчеване. Наверное, знаете примерно быт, вот, ландшафт этих местностей. И они говорят, что они нахи, чистые ногти. Не встречался ты с Ну, ними? Тогда, когда я служил, я еще до армии интерес у меня к археологии был, находил черепки, места старых поселений, но глубоко, внятно я не понимал, но название слова «нахчи» у меня в голове заинтересовало, это слово заинтересовало меня. До армии я Нахчеване слышал, но конкретно, что это город основан нахами, тогда еще рассказывал не было. Вот из Нахчевана тогда при моей бытности службы Нахчеван небольшой поселок городского типа, кишлак был небольшой. Нахчеван, да? Да. Это в каком 74-м? 67-й, 69-й год. Понятно. Я в 67-м полгода служил в Тбилиси, потом из учебки нас прислали туда. И 1,5 года служил в Нахчеване. На дорогах висела вывеска, знак, определяющий дорогу на Ереван, Армению. Это оттуда, эта вывеска, перед каждым селом у нас есть вывески, название села. Нахчи-Ван называлась она. Нахчи, слово Ван. Слово Нахчи понятно. Зная это слово, я по типажу этих, у нас часто служили и старшины, там местные, из местного населения, там поселок был небольшой, но тогда у меня, как сейчас, интерес и знаний у меня не было. Вот с тех пор я эти полученные там названия местностей, увиденные места, встречи запомнил. Вот еще одно, сейчас я делаю исследование, у нас множество типов. Малхой есть у нас. Малхой. Какое-то время некоторые считают солнцепоклонниками. У них, видимо, и солнечные какие-то постройки, башни там, видимо, были. Вот Малхазны, вот жрица раскопанная, у нее на лбу символ солнца. Эта жрица, видимо, они обряд, наверное, выполняли солнцу поклонялись, может быть, то далекое время. И то далекое время Нахчи от Кавказной Азии ходили туда, и, видимо, торговля была, или родные там были. Но сейчас я точно уже могу сказать, что там были родные, Да, связь там держали. Да. Отсюда Жили сюда там ходили, и здесь, да. приходили сюда. Вот Находки мы тоже. многие это подтверждают сейчас. Подтверждают, Сейчас я да. в более зрелом состоянии. Что получил раньше, сравниваю, добавляю. Вот при моем бытности у нас
армейская газета была там «За Родину». Мгм. Вот к нам в часть приходил редактор этой газеты, Мгм. капитан